Хайырлы көн, сез яңа сулыш тапшыруын карыйсы, сезнең белән Ләйсән Хурматуллина. Добрый день. Совет муфтиев Центрального духовного управления мусульман прошел в Тюмени. Какую оценку дал муфтий Уральского федерального округа празднику Мавлид-Байрам, узнаем из нашего первого сюжета. В минувшие выходные часть мусульман Тюменской области отметили праздник Мавлид-Байрам. Он наступает на 12-й день месяца Рабиуль-Ауаль по лунному календарю и считается днем рождения пророка Мухаммеда, которому свыше и был ниспослан Коран. В эти дни верующие вспоминают историю из его жизни, молятся и исполняют религиозные песнопения, салаваты и мунаджаты. В мусульманском мире Мавлид считается третьим по значимости праздником после Курбан-Байрам и Ураза-Байрам. В Тюмени в этом году он собрал гостей не только из области, но и из соседних регионов Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, Свердловской, Челябинской и Курганской областей. Для меня было приятное удивление в том, что в народе сохранились традиции эти, и эти традиции народом поддержаны. Знаковым событием стал показ реликвии волоса пророка Мухаммеда. Он хранится в фондах Тюменского музейного комплекса. Настоящей сенсацией для мусульман стал один из экспонатов Тюменского музейного комплекса. Это волос пророка, привезенный в Сибирь в XIX веке купцом Сейтуковым из села Ямбаево. Долгое время она хранилась в Ямбаевском медресе, одном из старейших мусульманских учебных заведений России. После революции реликвия стала музейным экспонатом. Как будто бы сегодня с нами сам пророк Мухаммад алейхиссалям. Волос дает баракат, благословение, благодать от Всевышнего Аллаха. И поэтому на земле Тюменской мир и спокойствие. Если сюрприз обнаружу в кармане, кто положил, я отвечу: Аллах. Мы вначале думали, что пригласить только приверженцев ислама, но откликнулись все культурные национальные автономии, и они сегодня здесь, и они вместе с нами, и олицетворяют то, что между всеми народностями идет поддержка, когда это идет на мир и дружбу. Первый опыт проведения Мавлида в большом концертном зале, а не в стенах привычной мечети, имел место быть в 2008 году. Тогда же были привлечены мусульмане и из районов. Но день рождения пророка в 2013 превзошел даже самые смелые ожидания. Зал был полон. В этом году от Верховного муфтия поступило предложение организовать этот праздник совместно уже, включая и автономные округа. Стараемся этим праздником между нами, чтобы возникли элементы дружбы. На следующий день после празднования Мавлида в областной думе прошла пресс-конференция муфтия Уральского федерального округа с представителями средств массовой информации. Ринат Хазратраев выступил с обращением, в котором были учтены все вопросы, актуальные для мусульман Урала. Совет имамов, она еще 2 дня будет работать. Здесь это методологический семинар, объяснять, разъяснять вопросы у каких-то имамов, если будут. Одним из главных вопросов стала обеспеченность кадрами в районах. По словам Рината Раева, который является также и ректором Российского исламского университета в городе Уфа, учебное заведение не может полностью обеспечить мусульманские общины имамами и предложил открыть медресе на месте в селе Ямбаево. Здесь же и поднимался вопрос и по возврату культовых зданий, которые есть в регионах, которые культовые здания, мечети, медресе, они на сегодняшний день полностью не возвращены. И этого возвращения, одно из них, здесь база, прекрасная база, существовала. И этот комплекс медресе, мечети, село Ямбаево. Кроме того, муфтии решили усилить работу с военнослужащими, а также с исправительными учреждениями. Причем обратная связь уже есть. Также было принято решение создать экспертные комиссии по контролю над исламскими книгами, которые поступают в мечети страны. Методологические семинары и работа с имамами Уральского федерального округа уже проводятся. На сегодняшний день есть и программа, учебные планы, учебные пособия, но
не просто, как говорится, налево-направо не распространяется, это учитывается, в каком регионе сколько коллизий. Они тоже также делают заявку. После этого мы им выделяем учебники, учебные пособия для того, чтобы они вели по этой программе обучение при мечетях. Муфтий Ринат Раев отметил эффективность действий соглашения о сотрудничестве между ЦДУМ и полпредством президента в Уральском федеральном округе, а также между духовным управлением и руководством регионов Урала. Масштабное проведение Мавлида было решено сделать традиционным. Известной тюменской фольклористке Альминур Паттершиной исполнилось бы 60. Вечер памяти прошел в стенах городского центра татарской культуры. Известная сибирская фольклористка всю жизнь посвятила любимому делу. Она не только собирала устное народное творчество, но и сама исполняла песни, баиты и мунаджаты. Бесценный творческий материал, собранный Альминур Паттершиной, лег в основу репертуаров многих музыкальных ансамблей. А на ее некоторые баиты написаны завораживающие мелодии. Вместе с ней, в общем-то, выступали на концертах. В основном у нее были фольклорные номера, а я эстрадные лирические пела. Она меня приглашала, говорит: Зульфира, пожалуйста, давай вместе будем ездить по деревням. У тебя такой голос хороший. Будем вместе собирать песни и будем давать концерты. Фольклорный материал, собранный Альминура, уникален и востребован. Старинные напевы, баиты зритель любит как в авторской, так и в современной обработке.